программа продолжается. И это утро с нами встречает заслуженный артист Республики Татарстан, художественный руководитель филармонического музыкально-литературного лектория Владимир Васильев. Здравствуйте. Доброе утро. Очень рады вас видеть. И мы знаем, что этот год для вас он особенный. 20 лет на профессиональной сцене. Поздравляем. Поздравляем вас. Как прошли эти 20 лет? Рассказывайте, как отметили. Вы так серьезно меня объявили, и я думаю, неужели это со стороны выглядит вот так серьезно? Но на самом деле каждый из нас о себе, наверное, больше скромничает, чем старается воплощать в жизнь. Но на самом деле эти 20 лет, это были прекрасные годы. И пролетели, наверное, как один миг. Прекрасные годы общения с великими людьми, у которых ты учился, чему-то научился, вынес на сцену, встречался со зрителем, фестивали, конкурсы. Это действительно было прекрасно. Пролетело как один миг, на самом деле незаметно. Дай бог, еще впереди многие долгие годы. Не сомневаемся вообще ни в коем случае. Мне кажется, будет еще много Да, интересных прошел ведь моментов, ваш юбилейный концерт, и как он прошел, что исполняли, кто к вам приходил, об эмоциях своих. Этот год на самом деле для меня особенный. 20 лет на профессиональной сцене. Да. На самом деле сезон уже был открыт вместе с оркестром народных инструментов под руководством народного артиста Анатолия Шутикова в октябре месяце. И вот буквально неделю назад, 19 апреля, состоялся мой очередной сольный концерт, который на этот раз я посвятил творчеству одного композитора. Это наш основоположник русской классической музыки Александр Драгомышский. Его 210-летие мы отмечаем в этом году. И на самом деле для меня это был очень интересный проект. Если немножко окунуться в историю, еще в студенческие годы я буквально вскользь услышал от одного педагога: «Володя, вам бы очень подошли романсы Драгомышского, его миниатюры». И вот как-то я, конечно, пел до этого романсы Драгомышского, но вспомнил эти слова только сейчас, тогда, когда на самом деле его романсы откликнулись в моей душе. Как говорится, вот бывает, что с возрастом, да, вот до чего-то мы, наверное, дозреваем, доходим, и потом это откликается в душе. Но вот мы видим, вы принесли свою книгу. Вы не с пустыми руками сегодня к нам, да, в 2021 году, как я понимаю, вы издали книгу. Вот расскажите, пожалуйста, как в плотном таком графике у вас нашлось время, чтобы... Еще и книгу написать. Да, книгу написать. На самом деле, эта книга должна была выйти в 2020 году, когда коллективу, который я возглавляю вот уже лет 10, филармонический музыкально-литературный лекторий, ему исполнилось тогда 75 лет. Но из-за пандемии эти события юбилейные пришлось перенести, и издание книги тоже. Книга вышла в свет в 2021 году. На самом деле это большой труд. Я хочу его вам подарить, чтобы вы тоже ознакомились с теми прекрасными артистами, которые вкладывали свою душу, свое искусство и несли культуру Татарстана все эти годы. Как долго работали вы над книгой? На самом деле труд оказался очень серьезным для меня, и я над ним очень плотно работал, можно сказать, отложив многие дела, целый год. Вложили всю душу. Целый год. Ну, конечно. Мое первое образование, я не случайно написал эту книгу, мое первое образование историческое. Я учитель истории по первому образованию. И, конечно, вот эти знания и это желание углубиться в историю, в данном случае коллектива, для меня было интересно. И вот это воплотилось в прекрасный труд. Настоящий исторический труд, кстати. Прочтем, да. Но мы знаем, что ваш старший сын Александр пошел по вашим стопам, и он тоже занимается академическим пением. Ожидали ли вы, что такое случится? На самом деле, когда мы создаем семью, наверное, мы мечтаем о том, чтобы наши дети шли по нашим стопам, потому что хочется думать, что и мы выбрали путь интересный, такой полезный для людей, который несет на самом деле что-то важное и доброе, светлое в этот мир. И занимаясь пением академическим, конечно, я и сам не жалею, и очень рад, что вот уже старший сын, надеюсь, и младший сын пойдут
по моим стопам и будут приобщены вот к этому великому искусству, академическому пению. Пусть у них все получится, Да, мы желаем конечно. удачи. Также, насколько я помню и знаю, вы еще совершаете такие великие дела, прям, можно сказать, даже подвиги. Вот буквально недавно, в феврале этого года, вы выступали с концертами в Луганской Народной Республике. Расскажите ваши эмоции, ваши впечатления. Ну, знаете, вот уже вы сказали об этом, и как-то дух, конечно, перевело, потому что одно дело видеть вот эти события по телевизору, и другое дело быть, пусть и на некоторое время, участником этих событий. Конечно, мы увидели воочию то, что нам показывают по телевизору. Это словами не передать. Чтобы почувствовать, это надо быть там, сопереживать с теми людьми, которые там проживают. Но вот те концерты, которые мы провели в феврале этого года, на самом деле это было важно и для нас, для артистов, и для тех людей, для которых мы выступали. Чувствовалось, что они ждали, они хотели этой встречи, это было им интересно и важно. Спасибо вам Спасибо вам большое, что большое. вы сеете доброе, светлое, вечное. И мы очень рады, что вы пришли к нам и подарили нам свою прекрасную энергетику. И очень рады вас видеть. И вперед, и только вперед. Спокойнее стало на душе. Спасибо. Всего самого хорошего.